Здравствуйте всем еще раз. Я предлагаю уже начинать наш вебинар. Наш 13-й по счету вебинар онлайн. Я вам передаю слово, да? Да, я здесь, здравствуйте. Так, ну я вижу только вот среди участников Шакират Иркиновну не вижу пока. Она чуть позже подключится. Ну хорошо, отлично, отлично. Я думаю, позже она подключится, это замечательно, потому что в любом случае наше сегодняшнее обсуждение пройдет в прямом эфире в социальных сетях, Facebook и YouTube. Да? И, собственно говоря, давайте начнем нашу работу. И слово для, может быть, коротенького приветствия передадим госпоже Айпири Турсуналиевой. Да? Ну, с тем, чтобы озвучить тему, актуальность темы, почему это сегодня важно. Спасибо большое, дорогие участники. Я вас всех приветствую на сегодняшнем вебинаре. Он идет 13-й по счету в рамках проекта реагирования на COVID с участием религиозного сообщества. И данную сегодняшнюю тему мы выбрали неспроста, потому что тема о вакцинации создает очень много вопросов. Также эта тема очень актуальна не только у нас в городе, но и вообще во всех регионах нашей страны. И хотели бы сегодняшнюю тему назвать «Информация о вакцинации и актуальных тенденциях с COVID-19 в Кыргызстане». Да, для этого мы пригласили директора Республиканского центра по укреплению здоровья населения Нурулю Алмазбековну Алтымышеву. Спасибо вам большое, Нурля Алмазбековна, за то, что вы, несмотря на ваш очень такой занятой график, вы согласились рассказать о этой важной теме. И, как уже сказал модератор, у нас будет трансляция этого вебинара, и также мы поделимся с религиозными организациями, которые могут далее распространить среди своих прихожан. Спасибо вам большое. Передаю вам слово. Спасибо, Айпири. Я хотел бы напомнить, что когда обсуждались, возможно, тематики для вебинара в апреле, одна из первых тем была как раз-таки вакцинация, ну и, собственно говоря, в привязке к коронавирусу 2019. Да? И, как мы видим, эта тема действительно совершенно актуальна. Та динамика заболеваемости, которая сейчас наблюдается, мы видим тенденцию к росту, и все чаще и чаще в социальных сетях начинают говорить о второй, третьей волне коронавируса. И, к сожалению, мы стали свидетелями смерти молодого дипломата 39 лет, приносим соболезнования его родным и близким, и в социальных сетях пошли разговоры о том, что, возможно, он стал жертвой как раз-таки коронавируса, жертвой вакцинации, пришел к врачам со своей вакциной и так далее. Как бы то ни было, понятно, что правоохранительные органы с этим разбираются с этим Министерство здравоохранения, но мы сейчас с вами попытаемся все-таки расставить точки над «и», внести ясность в этот вопрос, да, что такое вакцинация против коронавируса, насколько она эффективна, как она пройдет, что с этим делать, какие возможные риски. И я вот, например, помню по одной из вакцин, которая сейчас разрабатывается, применяется широко, говорили о том, что для того, чтобы вакцинация прошла успешно, человеку надо готовиться, да, то есть 2 недели не употреблять алкогольные напитки, наркотики, жирную другую еду, то есть подготовить свой организм с тем, чтобы вакцинация и, самое главное, послевакцинационный период прошли благополучно для прививаемых. И в этой связи давайте передадим слово нашему главному докладчику. Вот это мы уже с ней встречались, это директор ЦУС Нурля Алтымышева, где-то 15-17 минут, и после этого мы перейдем к открытой дискуссии. Вся наша работа продлится в районе
1 часа, в принципе, осталось 50 минут. Да? Нурляим, соцсети. Ну, наверное, какие-то проблемы со связью. Нурля Алмасовна, вы нас слышите? Так, Ну, я думаю, она будет присоединяться. Я просто хотел бы напомнить участникам нашего вебинара о том, что в 2018-2019 годах такая проблематика уже поднималась среди религиозного сообщества, и в частности Духовное управление мусульман Кыргызстана тогда выпустила фатву. Да? Фатва – это рекомендация Духовного управления мусульман о применимости или об отношении к прививкам вообще. Да? И, в принципе, было рекомендовано верующим людям, что ничего противоречащего религиозным канонам в вакцинах не существует, тем более даже те вещества, которые считаются произведенными свининой, после переработки уже таковыми не являются. С этими же выводами примерно такого же рода рекомендации были даны и религиозным сообществом Израиля и так далее. Да? И вот буквально недавно я смотрел о том, что в феврале этого года Духовное управление мусульман Татарстана в принципе сказало о том, что после того, как проверили на халяльность вакцину «Спутник Ви», в принципе, ее мусульмане могут принимать, и это тоже не противоречит религиозным канонам. Но сейчас мне хотелось бы уточнить, у нас наш докладчик на связи, да? Да, она на связи сейчас. Все, есть, отлично, отлично. Вам Все, слово тогда. установили связь. Ну, чудеса техники иногда дают сбой, надо признать. Так. Демонстрацию экрана мы уже видим. Хорошо. Но нашего докладчика Сейчас... не видим и не слышим. Наверное, микрофон включите. У меня показывает, что у вас микрофон выключен. Так, Нурля Алмазбековна, включили вашу презентацию. Вас не слышим. Угу. Нурля Алмазбековна, микрофон включите. Мне кажется, вот микрофон у вас выключен до сих пор. Угу. Так, мы сейчас попробуем позвонить ей и сказать, что у нее выключен микрофон. Вот. И мы включили ее презентацию. Сейчас, секунду. Отлично. Картинку видим. Да. Спасибо большое. Нурля Алмазбековна, мы вас видим и слышим. Включили вашу презентацию. Если это так, вы видите на экране, Нурля Алмазбековна? Так, добрый день, уважаемые слушатели, да, уважаемые партнеры, коллеги. Я вот, знаете, у меня, мы тут подключили, да? У нас, я хотела начать с видеоролика, если можно. Можно мы сейчас начнем, буквально минута, да, минута-полтора. Ага. Мы сейчас подключимся. Все, отлично. У вас есть права организатора. Сейчас вот Да. Угу. Хорошо. Нет, это вакцинация от COVID, папка есть. Вот вакцинация от COVID. Угу. Вот на русском. Видно, да? Сейчас, минуточку.
В Кыргызстане началась вакцинация граждан против COVID-19. Вакцинация будет проводиться на добровольной основе. На первом этапе будут вакцинироваться граждане, имеющие высокий риск инфицирования и передачи коронавирусной инфекции, медицинские работники, педагоги и персонал общеобразовательных учреждений и правоохранительных и силовых структур. На втором этапе будут вакцинироваться пожилые лица старше 60 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями. На третьем этапе будут вакцинироваться социально уязвимые группы населения и желающие граждане. Вакцинации не подлежат лица младше 18 лет, пациенты с коронавирусной инфекцией, лица, имеющие общие противопоказания к проведению профилактических прививок. В целях избежания скопления людей в пунктах вакцинации необходима правильная организация работы. Посетители должны прийти в прививочный пункт в медицинских масках в назначенное время. У входа в медицинскую организацию необходимо обработать руки антисептиком и пройти термометрию. Внутри помещения необходимо соблюдать физическую дистанцию не менее 1 метра. Перед прививкой медицинский работник проводит опрос и осмотр вакцинируемого, измеряет сатурацию, артериальное давление, частоту сердечных сокращений. Медицинский работник информирует о предстоящей прививке, возможных реакциях после вакцинации. Проводится разъяснительная работа о необходимости обращения за медицинской помощью в случае возникновения побочных проявлений после иммунизации. После предоставления информации о вакцинации медицинский работник предлагает вакцинируемому ознакомиться и подписать форму добровольного информированного согласия или отказа. Проводится запись в учетных формах о проведенной прививке и выдается карточка с указанием компонента дозы, серии, времени вакцинации. Лицо, получившее прививку, находится под медицинским наблюдением в течение 30 минут. После прививки медицинский работник выдает документ, удостоверяющий прививочный статус с указанием даты первой вакцинации и даты следующего посещения, второй дозы. Вакцинация – важный и эффективный путь преодоления COVID-19. Ой, я не могу выключить, пожалуйста. В Кыргызстане началась вакцинация Выключаемся, граждан. извиняемся. Так, уважаемые, видно, да? Выключить. Выключить. Так. Да. Нурля Алмазбековна, включили Да, презентацию. видно, да, моя презентация? Иммунизация против ковид в Кыргызстане, верно? Нет, подождите, вот мы включаем. Все, отлично, видим, да? Да. Угу. Теперь видно, да? Наша презентация. Конечно, эти дни Айпери вы все знаете, я была в вашей Джалабаде, встречалась с медицинскими работниками, у нас большая работа была. И буквально сейчас тоже мы встречались, приезжали наши представители кабинетов укрепления здоровья, Салавский, Сыкульский, Северный регион. Мы были приезжали представители замакимы, были социальные работники, и мы вместе обсуждали вопрос о здоровом образе жизни. Потому что нам COVID показал о том, что самое главное, и вот COVID-19, что это надо вести здоровый образ жизни. Это самое актуальное и нужное. И поэтому мы разговаривали, какие пути, как мы можем делать. Мы понимаем, что проблем много в стране, все дорожает. Но было сказано, что против ковида нет лекарств, понимаете, если антибактериальные есть, против бактерий разрабатывать антибактериальные препараты, то против именно вирусной этиологии лечение проводит только симптоматическое лечение. Я бы в первую очередь хотела бы остановиться на следующем. На сегодняшний день, согласно Всемирной организации здравоохранения, мы, как видим, уже в мире зарегистрировано более 129 миллионов людей в мире. Выздоровело 73 миллиона и умерло около 2 миллионов 800
тысяч людей. В Кыргызской республике у нас зарегистрировано 88 700 тысяч, выздоровело 84 996, и наша умерло 1498, это составляет 1,7%. Я хотела бы сказать о другом. Да, статистика. Заболеваемость я уже не стала показывать, помните, динамики постоянно показывала, транслировала. Я хочу рассказать о том, что первую волну мы все знаем, это было летом, вторая волна у нас поднялась осенью. И на сегодняшний день мы буквально январь-февраль, у нас было стабильное снижение заболеваемости. Нас радовало, что в день 30-40 случаев регистрируется. Один из главных показателей, это было, сколько людей обратилось и сколько человек было госпитализировано. И на тот момент количество госпитализированных было меньше, тяжелых случаев было мало в действительности. И что мы видим последние 2 недели? Последние 2 недели мы видим, что идет рост заболеваемости. И это вызывает у нас озабоченность. Да, мы понимаем, что те мероприятия, которые мы проводили, это социальное дистанцирование, гигиена рук, масочный режим, уже не соблюдается везде и повсеместно. Мы уже устали, люди уже устали носить, ходить нет. Но есть страны, многие страны соблюдают эти мероприятия, особенно, например, Япония, Юго-Восточная Азия. Ну, может быть, это культ у них, они и раньше носили маски, у них плотность населения высокая. А вот мы любим дышать свежим воздухом, мы знаем, и не соблюдается, да. И к 3-й волне, как готовиться в других странах? Да, со стороны Министерства здравоохранения сейчас у нас разворачиваются койки, готовятся дополнительные больницы во всех регионах, смотрят обеспеченность лекарственными средствами, смотрит называемый отдел высокого риска, это реанимация в отделениях, подготовили достаточно ИВЛ-аппаратов, просматривают, насколько достаточно кислорода и так далее. То есть вот с этой стороны, со стороны системы здравоохранения проводится огромная работа. Но вот у нас идет подъем заболеваемости, и всегда в эпидемиологии для нас даже очень большое значение имеет эпидемиологическая ситуация в соседних странах. И как вы уже знаете, что в Казахстане Алмата уже вошла в красную зону. Что такое зона? Я уже предыдущий говорила, я не стала об этом говорить. Есть желтая зона, есть зеленая зона, есть красная зона. Что такое желтая зона? Мы знаем, что это, значит, риск заболеть меньше. У нас это до 40 случаев на 100 тысяч населения, это мы сами просчитываем. Потом это зеленая зона, потом желтая зона идет и так далее. И на сегодняшний день у нас Бишкек и Чуйская область, Бишкек, в частности, она сейчас в желтой зоне. Если количество заболеваемых не уменьшится, то мы можем перейти в красную зону. Что это значит? На сегодняшний день у нас в республике еще имеются частичные карантинные мероприятия. В таком случае, в зависимости от эпидемиологической ситуации, будут предприниматься другие профилактические мероприятия. Но хотелось бы в нашей стране, не хотелось бы, чтобы у нас локдаун, не хотелось бы в нашей стране усилилось, помните, как в прошлом году строгие эти мероприятия. И поэтому я думаю, что у нас на сегодняшний день нам необходимо, в первую очередь, всегда мы говорим, приоритет при коронавирусной инфекции – это соблюдение всех наших санитарных требований. Для нас приоритет до сих пор, вот сейчас мы опять начнем говорить, будем говорить, необходимо уменьшить посещение людных мест, именно закрытых. Больше риск это в закрытых помещениях. Мы знаем, что частично возобновлены обучение в школах, да, мы об этом говорим. Там тоже со стороны школ предпринимаются очень огромные мероприятия, проводят дезинфекции школ, проветривание. Но мы должны нести и другую ответственность, потому что до школы идет очень большой риск заражения. Это, например, в общественном транспорте. И поэтому наши родители, те, которые отправляют детей, должны знать о том, что они должны соблюдать масочный режим, гигиену рук, да. Вот здесь тоже у нас абсолютные числа. То есть это говорит о том, что в последние дни
именно в последние 2 недели идет рост заболеваемости. Конечно, я хотела бы остановиться еще на том, что сегодня с утра, в пятницу с утра мы получили информацию по всем соцсетям, шло о том, что от вакцинации умер человек в Кыргызстане. Ну, на сегодняшний день создана сразу рабочая группа, и официально уже Министерство здравоохранения уже выступило, уже вышли уже, что скончавшийся накануне сотрудник МИД, да, он не был зарегистрирован в реестре вакцинированных лиц. Дело в том, что все люди, которые проходят вакцинацию, у нас имеется информационная система. В информационной системе в какое время, где, кто получал вакцинацию, сразу вбивается в базу данных. Она уже имеется в базе данных. И на сегодняшний день данный человек, он не вакцинирован. И на сегодняшний день работает группа, следственная группа, сотрудники правоохранительных органов и так далее. Они проводят на сегодняшний день сейчас расследование по данному случаю. Но однозначно наш ответ от Министерства здравоохранения в том, что этот случай не связан с вакцинацией. Потому что для нас тоже очень важно, мы знаем, что в Кыргызстан поступила вакцина 19 марта, китайская вакцина Sinopharm. И для нас очень важно, мы знаем, что эта вакцина, она зарегистрирована в Кыргызстане, в департаменте лекарственного обеспечения. Он прошел, у нас есть экспертная комиссия, независимая, НТГИ называется, тоже он прошел нашу процедуру. Теперь я хочу оставить на том, что вакцинация у нас в нашей стране проводится на добровольной основе. В соответствии с законом Кыргызской Республики об иммунопрофилактике инфекционных болезней. И иммунизация проводится вакцинам, разрешенным с применением Департамента лекарственных средств медицинского назначения Министерства здравоохранения и социального развития в установленном порядке. В прошлой презентации, знаете, я не хотела повторяться, в прошлой презентации я больше рассказала о вакцинах Pfizer, AstraZeneca, Moderna, да, Спутник, но мы тогда не останавливались на китайской вакцине. Да? Какие побочные эффекты имеют эти вакцины? Вот, например, вакцина Pfizer, да, может быть боль при инъекции, утомляемость больше, может быть головная боль, миалгия, может быть, озноб и так далее. То есть есть общие и такие местные реакции. Небольшая лихорадка, недомогание, тошнота. То есть вот такие могут быть побочные эффекты от вакцинации. Мы уже говорили, вот в видеоролике уже мы показали, что в Кыргызстане вакцинация будет идти в 3 этапа. Первый – это медицинские работники, медицинский персонал. И даже среди медицинских работников мы выбираем более значимых. Это те инфекционные больницы, скорая медицинская помощь, отделение реанимации, интенсивной терапии, организация здравоохранения, ПМСП, приемное отделение стационаров, центров профилактики заболеваний, госэпиднадзора. Это наши эпидемиологи, которые выходят на ЧГ. Вторые – это пожилые люди старше 65 лет, лица, стоящие на диспансерном учете, с сахарным диабетом, хронической обструктивной болезни, сердечно-сосудистым заболеванием, онкологическим заболеванием и так далее. То есть у нас будет идти поэтапная вакцинация. И в данное время 150 тысяч доз у нас хватит, получается, на 75 тысяч, только на первый этап, скорее всего. Кто не подлежат вакцинации против COVID-19? Это те люди, которые имеют медицинские противопоказания профилактическим прививкам, согласно приказа Министерства здравоохранения. Это лица с острой формой заболеваний и положительным результатом ПЦР на COVID-19, гиперчувствительный к какому-нибудь компоненту вакцины, или имеет тяжелые аллергические реакции в анамнезе, и беременные и в период грудного вскармливания. Кроме этого, тоже не получает вакцинацию до 18 лет. Очень много в социальных сетях писалось о том, что в школах собирают списки,
будут вакцинировать. Я сегодня буквально звонила, думала, может быть, они вакцинируются от гриппа или что-то. И на сегодняшний день тоже у нас, в принципе, вакцинация от гриппа тоже завершена. Нигде вот эта массовая вакцинация не проводится, это все приостановлено, потому что это завершен. И, может быть, в частном порядке вакцинируют частные медицинские центры, против гриппа имеется в виду. А так такой вакцинации нету. А только вот от ковида у нас вакцинируются наши медицинские работники. Какие предосторожности вакцинации против COVID-19? Это острые инфекционные заболевания, если иметь острые инфекционные заболевания, им противопоказано. И вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. Но этот вопрос решает медицинский работник, врачи. Если в наличии имеется в прошлом тяжелая аллергическая реакция, например, анафилактический шок, если у них или что-то, то запрещается. Перед иммунизацией не проводят скрининг на наличие антител против COVID-19. Как я уже сказала, что эта вакцинация от коронавирусной инфекции – это добровольная. И на сегодняшний день обязательно должны заполнить форму добровольного информирования согласия или отказа на проведение профилактических прививок против COVID-19. То есть наши медицинские работники, они имеют разработаны наши формы, и они должны заполнить эту форму. Сразу мы говорим, это добровольно. Даже я спросила тоже наших медицинских работников, Центра укрепления здоровья, потому что наши тоже специалисты часто выходят в красную зону, наши журналисты, они снимают съемки с красных зон. Я спросила, хотите ли вакцинацию или нет? Если они скажут да, то мы начнем вакцинацию. Если они откажутся, конечно, они не будут вакцинироваться. Но я сама, это не для чего-то, я сама на следующей неделе хочу провакцинироваться данной вакциной. Это мое право. Какие нормативные документы у нас есть? Вы знаете, для того, чтобы начать данную вакцинацию, Министерством здравоохранения был подписан приказ 297, были утверждены все стандарты операционных процедур, все СОПы, все было прописано в новом приказе. И кроме того, у нас есть старый наш приказ 2017 года, эпиднадзор за побочными проявлениями после иммунизации. И мы на сегодняшний день, если произойдет какое-нибудь побочное явление, да, то у нас вот разработана именно электронная форма учета, отчетности. Полностью через электронный учет отчетности идет данные. У меня, например, есть данные, например, уже у нас, если провакцинировано на сегодняшний день, я сейчас четко точные данные не скажу, там если 230 человек, то на них есть какие побочные явления, что произошло, то есть полностью это вводится именно в электронную форму. И, конечно, мы, знаете, мы все знаем, что в конце февраля мы говорили о том, что нам должна была поступить вакцина AstraZeneca, 400 тысяч доз, да, мы давали пресс-релиз, однако по механизму COVAX, но вакцина не поступила, мы ждем эту вакцину. Потом мы говорили о том, что в марте поступит вакцина Спутник 5, но тоже вакцина не поступила, тоже ждем вакцину, потому что на сегодняшний день вакцина востребована во всех странах, И поэтому, и вот в апреле мы получили вакцину Sinopharm. Я хотела бы сказать, что у нас определенная часть населения, да, критиковала Министерство здравоохранения, говорит, почему во многих странах уже имеется вакцина, Кыргызстан до сих пор не может получить. И мне кажется, из стран Средней Азии мы последние, кому поступила нам вакцина Sinopharm, и она у нас есть. Хотела сказать, на сегодняшний день в мире, да, одними из первых, и если мы будем смотреть от процентного соотношения, на первом месте у нас на сегодняшний день по вакцинации получил Израиль. Мы все это знаем, да? В Израиле получился очень большой процент населения вакцинации. В США получили более 60 миллионов своих граждан.
В России получили, в Турции 6 миллионов, в Турции получили 3-4 миллиона населения, в России 6 миллионов населения. По вакцинации тоже, Объединенные Арабские Эмираты тоже обеспечили вакцинами. В Китае провакцинировано 70 миллионов. На сегодняшний день в Индии, в Бразилии тоже вакцинируется очень большое количество людей. И опять скажу, вакцинация это добровольная. И поэтому в Кыргызстане сейчас после первого этапа, возможно, мы начнем, если будет достаточно вакцин, уже приступим ко второму этапу. Как я уже сказала, мы уже подготовили все прививочные пункты согласно требованиям санитарных норм и правил. То есть везде у нас прививочные пункты у нас готовы. Старт начался в Бишкеке, потом в Сокулуке, в Канте. И на сегодняшний день в Аше в 2 ССМах тоже начинается вакцинация. Имеется зона ожидания, зона наблюдения. Как уже было показано в видеоролике, обязательно в зоне ожидания должны соблюдать все требования, о которых мы говорили. И зона наблюдения в течение 30 минут, они не уходят, медицинские работники наблюдают за нашими гражданами. Вот, на все возникшие вопросы получил исчерпывающий ответ, и вот такие юридические документы, все у нас подписываются, это продолжение вот того слайда нашего. Кроме этого, если вы пойдете получать вакцинацию, то там имеется памятка по вакцинации против данной коронавирусной инфекции. То есть в течение 3 дней после вакцинации не мочить место инъекции, не принимать алкоголь, избегать чрезмерной физической нагрузки. При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации рекомендуется принять антигистаминные средства. Но опять же, коллеги, уважаемые наши граждане, это только по назначению медицинских работников. И при повышении температуры тела после вакцинации нестероидные противовоспалительные средства. И по возникшим вопросам касательно поствакцинального периода рекомендуется обратиться в ССМ, ГСИ. И во всех местах, где проводят вакцинацию, они дают свои телефоны. Говорят, вы можете позвонить семейному врачу по телефону и при необходимости вызвать скорую помощь 103. Какие общие требования у нас к организации проведения иммунизации против COVID? Да? Проведение прививок допускает только медицинский персонал, обученный правилам техники проведения прививок, приема неотложной помощи в случае развития побочных проявлений после иммунизации. Не допускается проведение прививок перевязочных, процедурных кабинетов. То есть это все проводится согласно санитарных норм. То, что мы прописали. И допускается проведение прививок временно в прививочных кабинетах в соответствии наших санитарных требований. И последующем, на сегодняшний день я хочу сказать, что наши медицинские работники полностью обучены. Сейчас еще работает одна команда, работа мультидисциплинарная, да? Там есть главный пульмонолог нашей страны, там главный реаниматолог, главный инфекционист Аймир Зарубековна. Тоже они в регионах обучают медицинских работников по повышению потенциала именно по лечению COVID. И очень много вопросов им тоже задают наши медицинские работники, и они тоже им объясняют, обучают дополнительно. Для проведения организации иммунизации населения, это следующий этап, конечно, на сегодняшний день уже подготовлен список целевых групп, подлежащих иммунизации. Мы везде запросили, предварительные списки имеются во всех ССМах. Они будут организовывать приглашение на прививку лиц, подлежащих иммунизации, заранее это будет проводиться. И обеспечение соблюдения временных интервалов и мер физического дистанцирования во время посещения. И вот у нас на сегодняшний день мы составляем, уже даже составлены все графики учреждений, где будет проводиться вакцинация. Если вы увидите, действительно, мы не пишем еще полностью, где и как будет проводиться, потому что на сегодняшний день проходит первый этап вакцинируются наши медицинские работники. Какова важность мероприятий в рамках профилактики и контроля данной инфекции? Конечно, в первую очередь защищаем себя. Мы говорим о защите наших пациентов, мы говорим о защите вашей семьи и нашей общины. Это самое главное.
При организации работы привычного пункта мы говорим о физическом дистанцировании, что обязательно очень важно, очень важно физическое дистанцирование. Необходимо обеспечить расстояние не менее 1 метра во всех направлениях. Между каждым человеком должно быть. Для нас это тоже очень важно. И обязательно это вот такие вопросники у нас подготовлены для медицинской работы. Они обязательно спрашивают общее состояние прививающего лица, наличие острых заболеваний, наличие аллергии на какие-то лекарства, были ли серьезные реакции, наблюдались, то есть наличие онкологических заболеваний и так далее. То есть у медицинских работников наших полностью имеется весь материал, пакет, информационный материал поставили, и полностью как должны проводить, подготовлены клинические протоколы. То есть я хочу сказать, что со стороны Министерства здравоохранения проведена огромная работа. То есть у нас была, как мы сказали, подготовка к иммунизационной сессии, определение наличия или отсутствия противопоказаний, предотвращение вакцинации при COVID. То есть это не значит, что пришли, мы всех вакцинируем, потому что вакцинация от COVID отличается от той вакцинации, которую мы проводили календарной для детей. Во-первых, там были когорты дети. А в данном случае мы идем, особенно очень для нас важно, когда идем, вакцинируем людей старше 65 лет. Особенно для нас очень важно, это люди, у кого хронические заболевания. То есть это все для нас очень важно. Вот я вкратце постаралась рассказать вам о проводимых мероприятиях по вакцинации. Я знаю, что сейчас будет очень много вопросов о составе вакцины. Да, данная вакцина – это инактивированная вакцина. Эта вакцина у нас 2 этапа будут идти. Первый этап, первую дозу мы внедряем, вводим вакцину первый день у нас, или на 22-й день, или на 23-й, до 28-го дня мы можем вакцинировать 2-й дозой. Эффективность вакцины очень высокая. Вот. Большое вам спасибо. Спасибо. Если есть вопрос, я могу вам ответить. Да, спасибо вам большое. Ну, коллеги, я хотел бы напомнить, в рамках подготовки к нашему мероприятию я специально пытался найти, мы все прекрасно понимаем, что мусульмане Кыргызской республики, так же как и верующие других стран, с воодушевлением готовятся встретить священный месяц Орозо, готовятся к посту. И я нашел только то, что Духовное управление мусульман Казахстана выступило с разъяснением сегодня выступило с разъяснением, нарушает ли вакцинация пост. Да? И по сути, я сейчас просто процитирую, согласно канонам шариата, все, что попадает внутрь естественным путем, через рот, нос, прямую кишку, нарушает пост, а если вещество попадает в организм наружным применением, то пост не нарушается. Я не буду занимать время отсылками, которые приводят духовные руководители Казахстана, и остановлюсь на том, что современные богословы делят инъекции на 2 типа, да, то есть содержащие питательные вещества, то есть витамины, и вакцины для лечения не содержат питательные вещества. Вот. И, в принципе, большинство сходится в том, что если ввести инъекцию под кожу и в мышцы в лечебных целях без питательных веществ, витаминов, то пост не нарушается. Ну, я просто хотел бы напомнить, что вакцина – это препарат, полученный из таких микроорганизмов, как бактерии, вирусы, и вводится в организм человека для предотвращения инфекционных заболеваний и повышения иммунных свойств. Это не есть необходимая пища или витамины, обеспечивающие организм энергией. Поэтому вакцины подкожные, внутримышечные, внутривенные не нарушают пост. Но это то, что говорит Духовное управление мусульман Казахстана. Конечно, хотелось бы услышать схожие или подобные рекомендации, разъяснения со стороны Духовного управления мусульман Кыргызстана. Это было бы полезно. И вот один из участников круглого стола задает несколько вопросов, ну, на которые некоторые из них Нурля Алмазбековна уже ответила, да, что действительно вакцинация от COVID-19 отличается от тех компаний вакцинации, которые у нас
практикуются. И понятно, что в зависимости от состояния здоровья, физического состояния, от наличия хронических заболеваний и так далее, в каждом конкретном случае должно выноситься решение. Да? То есть иногда вакцина может и ухудшить состояние. Да? Если человек опять-таки болеет, и мы, к сожалению, в прошлом году во время первой волны пандемии это проходили, о том, что, казалось бы, вирус один, вот, но по своему воздействию он совершенно разен, да, для людей разных возрастных групп, от состояния здоровья и так далее. И вот в этой связи, коллеги, у нас вот буквально 14-15 минут, вот, и я хотел бы все-таки вот обратиться, а как все-таки относятся в других конфессиях, да, к проблеме вакцинации? Вот все же прекрасно понимают, что это проблему не первого дня, вот, это не первый год у нас обсуждается, это касалось в первую очередь вакцинации детей, и сейчас пандемия COVID-19 на первый план выдвинула вопрос вакцинации, массовой вакцинации уже взрослых людей, да, то есть это уже не прививки против гриппа. Да. И как быть, что делать? И здесь у нас все-таки больше остается недоверие друг к другу, к вакцине и так далее. Коллеги, кому передаем слово? Ну, наверное, Бахтияру, да? Бахтияр Мурза, вы здесь? Мне, да? Да, да. Мгм. Да, я вот задал вопрос несколько. Так, ну вот вопрос. Как известно, да, что, значит, в Казахстане у нас в новостях было, что выявлены были новые штаммы британского и африканского именно. Вот, раз, следовательно, если COVID имеет свойство мутироваться, есть ли смысл вообще вакцинироваться? Ну, это, наверное, вопрос, да, больше. Ну, Леонбек, это, наверное, к вам, да. Если, ну, опять-таки, на примере гриппа мы знаем, что иногда он мутирует, принимает разные формы, и иногда считается, что действующие вакцины не всегда помогают при новом виде гриппа. И вот здесь опасения связаны с тем, что возможно ли так, что появляющиеся новые штаммы завозного типа вот, приведут или снизят эффективность той вакцины, которая находится у нас в Кыргызстане. Да? Правильно, вы очень хороший вопрос задали, Бахтияр. Дело в том, что действительно в Казахстане официально зарегистрировано 2 штамма. Это британский штамм и южноафриканский штамм. И, возможно, за счет этих штаммов идет очень быстрый рост заболеваемости именно COVID-19. Возможно, и в нашей стране, но на сегодняшний день лабораторно подтвержденные у нас ЦИ-система имеется в Кыргызстане, но именно подтвержденные британский штамм и южноафриканский штамм у нас циркуляции нет, официальных данных нет, потому что наша лаборатория не выявила эти данные. Но вы правы, Ширадил, вы правы. Дело в том, что даже когда готовится вакцину, например, против гриппа, ежегодно проводится очень огромная работа, предварительным прогнозируем, какой штамм будет циркулировать. И чаще вот все прогнозы математические, вот эти модели, они часто совпадают. Именно те штаммы, они входят в эту вакцину. И вот это, когда проводят вакцинацию чаще. И в действительности нам тоже очень интересно и очень важно, каково будет, например, данная вакцина Синовар на другие штаммы. Мы сейчас точно не можем ответить, как это будет влиять. Действительно, да, мы должны признать, да. Но, возможно, данная вакцина, возможно или вероятно, что она снизит, уменьшит тяжесть заболеваемости, возможно. Если это человеку должно было протекало бы, например, средний тяжелый, он будет более легкий и так далее. Но этих данных у нас пока нет. Но все-таки на сегодняшний день, если мы выявим новые штаммы, скорее всего, мы об этом скажем, обязательно скажем. И для нас тоже очень важно,
воздействие данного, ну, в частности, именно Синофар на циркулирующие наши штаммы, да. Ну, я думаю, мы все прекрасно понимаем, что, в принципе, COVID-19 – это первый вирус такого типа, и понятно, что таких данных не бывает, но, тем не менее, опять-таки, проводя аналогию с прививками против гриппа, мы понимаем, что если даже человек заболеет, то действительно заболевание проходит легче, и, наверное, действительно здесь уже большое влияние имеет опыт наших медицинских работников, да, как они оперативно будут реагировать, как будут трактовать и как будут изучать течение болезни у конкретного пациента. То есть мы понимаем, что один и тот же человек, пусть даже одного возраста, но из-за того, что мышечная масса другая, кто-то покрупнее, кто-то меньше, у кого-то иммунитет сильный и так далее, одна и та же болезнь при одной и той же вакцине может протекать по-разному. Это раз. И второе, что самое главное, я так понимаю, что религиозные организации, я так вижу, вот по опыту, и вот почему второй раз сегодня встречаемся, пока еще не выработали единого подхода к вакцинации именно против COVID-19. Да? То есть какое-то мнение по отношению к прививкам для детей, которые проводятся действительно на регулярной основе, в зависимости от возраста и так далее, какое-то согласие уже есть. И вот COVID-19, вакцины против COVID-19, они все-таки пока у нас остаются в подвешенном состоянии. Да? Ну, это, наверное, просто должно пройти какое-то время с тем, чтобы мы привыкли. Ну, не хотелось бы, конечно, привыкать к болезням такого рода, но, тем не менее, это та реальность, с которой мы сегодня столкнулись. И я просто хотел бы напомнить, что вот у Бахтияра тоже прозвучал хороший вопрос. В священных книгах нет упоминаний о вакцинах, но, опять-таки, когда мы смотрели ученых, ну, ребята, вакцины появились 250 лет тому назад. Да? То есть, когда писали священные книги, вакцин не было, прививок не было и так далее. Но, тем не менее, и религиозные мысли развиваются, и богословы, теологи пытаются найти обоснование. Если, например, Аллах, Бог и так далее послал какие-то испытания, но Он и посылает средства для того, чтобы преодолеть эти испытания. Коллеги, как вы думаете? У нас здесь как раз присоединился Дюнус Мурза с ГКДР. Дюнус, вы здесь? Так, не вижу, потерял. Уже потерял. Да, тут есть также наш коллега Биктур Медетов, может быть, Да, тоже да? есть. Виктор, вы Да, здесь? есть. Если повторите вопрос. Знаете, можно я тут отвечу? Слышно, да? Я что-то не могу. Да, Включила, слышно, да, мой слышно. экран, да? Можно. Тут стоит вопрос, есть ли смысл вакцинироваться переболевшим COVID, если после болезни так выработалась антитела? Знаете, если вы переболели последние полгода, допустим, да, в принципе, можем подождать и вакцинироваться попозже. Но я говорю, я, например, переболела в июле месяце, у меня 9 месяцев как прошло, я сама хочу провакцинироваться, реально, просто. Это не пропаганда, это мое право и так далее. Дело в том, что в данном случае вакцина добровольна, мы еще раз говорим, вакцина это не панацея. Мы должны соблюдать все эти требования наши требования социального дистанцирования, гигиены и так далее. Если ситуация будет ухудшаться, то, конечно, было бы разумно, тогда уже, может быть, будем уже думать, возможно, о усилении карантинных мероприятий. Еще стоит другой вопрос, можно еще другой вопрос. У нас у всех, у многих есть дети, может быть, кто-то должен выехать за границу или куда-то на лечение, может, на обучение, может быть. И вы знаете, в других странах тоже просят вакцинацию, будут просить. И поэтому мы в стране постарались обеспечить вакцину для тех, кто желает, да. Спасибо, я вас понял. И у нас да, вот Бахтияр поднимает руку, я думаю, для реплики, для комментариев. Да, Бахтияр, вы здесь? Да, я вот хотел задать вопрос. Вот недавно министр здравоохранения получил вакцину, и пользователи соцсетей заметили, что медсестра, она, значит, прививала без перчаток.
Что-то микрофон включил, да? Не, микрофон работает, да, мы слышим. Да, вот, то есть вообще правильно ли медсестра сделала, что без перчаток она провела? Бахтияр, да, я вас услышала. У нас было замечание, почему министр без маски. Он зашел в маске, мы попросили снять маску, потому что был вопрос, это не министр. Нам необходимо было снять. То, что медсестра без перчаток, я хочу сказать, у нас стандарт медицинской процедуры есть, согласно которой внутримышечные инъекции мы работаем без перчаток. Чистые перчатки, чистые перчатки мы используем, если идет внутривенные, а если необходимо стерильные перчатки, мы используем, если проводится операции, если идет внутривенная подкрутичная катетеризация. Действительно, Кыргызстан это принял данный стандарт уже давно, и мы уже последние, я даже не помню, 5-6 лет мы уже так работаем. В частных клиниках, если хотят, надевать эти перчатки дополнительно, мы считаем, что доказательной базы нету. Внутримышечные перчатки, инъекции можно проводить без перчаток. Повсеместно проводится без перчаток. Это наш стандарт, кыргызстанский, и доказанная база это уже давно, да. Но я думаю, здесь надо, наверное, уточнить о том, что, помните, почему рекомендуется мыть руки, да, потому что через руки мы трогаем глаза, слизистый нос, рта и так далее, и тогда, возможно, вирус может передаться, да, от человека к человеку. Вот. А при внутримышечных, если руки обработаны антисептиком, возможно, такой риск, в принципе, и не существует. Да, да, вы согласны. И вообще перчатки это для безопасности медицинских работников в первую очередь, по идее. Но в данном случае нет никакой опасности, внутримышечно, они так воспринимаются, да. И вы правы, действительно, более эффективно, если мы обрабатываем, моем руки или же обрабатываем руки антисептиком. Это более эффективное мероприятие. Так, коллеги, еще вопрос. Можно да, будет вопрос? Значит, Да, вот Айпири еще поднимает руку, да. Ну, давайте, Бахтияр, вы, потом к Айпири перейдем. Вот недавно скончался, значит, сотрудник консульского департамента, по-моему, Министерства иностранных дел. Так вот, там речь, по-моему, идет возможно, получил вакцину, получается, китайскую именно, и на следующий день скончался. Вот можете прокомментировать этот момент? Но вы немножко опоздали, но попросим информацию специально для вас еще раз этот случай рассказать. Нуржан Озбековна. Бахтияр, да, вот сегодня с утра нас обратила эта информация. На сегодняшний день официально Министерство здравоохранения выступили. У нас есть база данных электронная, все могут смотреть. На сегодняшний день правоохранительные органы проводят тоже расследование. И наши тоже, согласно нашей эпидемиологической надзору, у нас тоже все прописано. Тоже выехала группа на расследование. Там вакцину не получали. У нас есть база данных, все зарегистрировано. Обратная связь. Вот кто во сколько получил, уже регистрируется. И номер вакцины. Это полностью электронно. Она имеется. И вот на сегодняшний день полностью изучается. Данный человек не получал вакцину. Это естественно, об этом говорит. Он не был вакцинирован. И мы сейчас не можем сказать, от чего. И мне кажется, после расследования мы это озвучим. Ну, хорошо. Айпири, вам слово. Да. У вас вопрос был? Да, у меня был вопрос. Спасибо большое, Нурлия Алмазбековна, за вашу исчерпывающую презентацию. У меня вот тут вопрос возник по поводу необходимости путешествия наших граждан, да, по состоянию здоровья, например, для лечения или там для турпоездки. Если была противопоказана вакцинация, да, ввиду сложности, да, здоровья, смогут ли такие граждане выезжать там через авиасообщения, через транзитные и иметь при себе, то есть и не иметь при себе сертификат вакцинации? То есть, как вы уже сказали, что некоторые страны требуют, вот как вот здесь вот будет стоять вопрос? Угу. Спасибо большое. Айпири, большое спасибо за вопрос. Ну, например, на сегодняшний день у нас очень большое количество людей выезжает в Турцию отдыхать, очень большое количество в Дубай выезжает, да. Ну, кажется, перелеты сейчас, да, я не помню, запретили или нет, в Россию, но пока они не просят, они просто просят за последние
72 часа просят только ПЦР, лабораторные данные, пока нет. Но если они начнут просить, конечно, мы должны обеспечить, я не знаю, платно будет, бесплатно, у нас в пунктах должно быть и добровольно тоже. Тот человек, который хочет получить, у него должен быть доступ к вакцинам. А тот, который не хочет, конечно, он не будет получать. Но для тех, кто выезжает, скорее всего, будут просить. Видимо, будут просить, да, это будет. Но пока ни одна страна еще не запрашивает. Наоборот, что мы видим? Страны, наоборот, авиарейсы сейчас закрываются, страны некоторые закрываются из-за эпидемиологической ситуации. Да. Ну, скажем так, в отношении Кыргызстана, гражданин Кыргызстана не получит визу, например, в Великобританию или в Шенген. Да? Поэтому мы по-любому не вылетим, потому что эти страны для нас закрыты. У нас есть безвиз с Турцией, с Россией и так далее. И, в принципе, поэтому мы можем вылетать туда. Поэтому давайте будем реалистами. Да? Если у них будут требования санитарного контроля, они будут введены. И это скажет, вот, например, Объединенные Арабские Эмираты, нам и так нужны визы. Да? Но если будут введены ограничения, ну, собственно говоря, визовый режим закроется, и мы не прилетим туда. Да? И есть еще вопросы? Ну, судя по всему, мы успели за наше короткое время охватить достаточно такой широкий круг вопросов. И, конечно, хотелось бы уже в качестве пожелания, наверное, с тем, чтобы Духовное управление мусульман Кыргызстана выступило с официальным разъяснением по поводу вакцинации в преддверии предстоящего поста, да, Орозо, который начинается у нас буквально вот 12 апреля. Да, и было бы полезно всем, наверное, услышать реакцию и разъяснение о том, что делать с вакциной, как это делать. Одно дело, конечно, это мы рассказываем, пытаемся донести те основные моменты, которые существуют. И другое дело, конечно, это когда уже религиозные лидеры своим последователям со ссылками на священные книги дают толкования и рекомендации. И, наверное, это вот как раз-таки сегодня это уникальный шанс для того, чтобы мы вместе, имеется в виду и государственные органы, и религиозные организации, занялись все-таки просветительской деятельностью для наших сограждан. Цель же одна же, да? Мы все хотим жить, вот, и хотим, чтобы никто не болел. Спасибо. Если других пожеланий нету, спасибо всем. Спасибо всем большое за активное участие. И дай Бог всем здоровья. Спасибо всем большое. Спасибо большое. У нас есть информационные материалы, мы хотели вам передать, может, вы разместите у себя на сайте или где-то. Обязательно, Очень пожалуйста. на вопросы-ответы есть короткие, вопросы-ответы подготовили, информационные материалы подготовили на 2 языках. Отлично. Это мы вам тоже дадим. И тоже видеоролики есть, мы тоже хотим передать вам тоже по работе. Но пока мы на первом этапе вакцинации. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Мы обязательно их разместим у себя на странице. Спасибо вам всем. До свидания. Всем спасибо. Всем хорошего дня. Будьте здоровы. Крепите Будьте иммунитет. здоровы. Спасибо. Спасибо. До новых встреч.